Огон Хурж, добрый день. Поговорим о трех молитвенных пирогах, о трех астинских молитвенных пирогах. На самом деле у них есть имена. Все мы знаем, что мы возносим молитву Всевышнему, используя три астинских пирога. И у них есть имена. Первое – это Ахшар. Второе – это Ахшартаг. И третье – это Зираша. Но что мы не делаем, в отличие от предков, что-то мы делаем не так. И вот эта ошибка, то, что мы, в отличие от предков, не возносим в современном варианте, в основном, свою молитву так, как делали это предки. А предки делали свою молитву, три молитвенных пирога, посвященных Богу, они их молитву совершали иеронфунгу. Все вы знаете, что из себя представляет иеронфунг. Это круг на трех ножках. Кстати, все на молитвенном столе должно быть кратно цифре 3. И вот этот внешний круг тоже есть имя, то есть фунг на самом деле это уархак. То есть разберем полностью весь молитвенный комплекс. Первое – это Ахшар, Ахшартаг и Зираша. И внешний круг – это Уархак. На самом деле вы видите древнейший арийский символ, который использует Николай Рерих в своем знаменитом знамени мира. Вот это не что иное, как этот символ. И обратите внимание, вот что значит, например, имя Ахшар? Для того, чтобы понять имя Ахшар, нужно прочитать его в обратном порядке. Обратите внимание, как он читается в обратном порядке. Раз, ха. Что это значит? Единица начинает движение. Раз, единица, ха, га, раз, ха. Движение. Единица начинает движение. Ахшартаг. Обратите внимание на его уникальное обратное прочтение. Гат, хат, раз, ха. То есть, опять же, единица начинает движение. И здесь мы должны разобрать вот эти ахшар и ахшартаг в их символе, в этих кругах. Вот они братья-близнецы, но есть одно небольшое между ними отличие. В отличие от Ахшара, Ахшартаг – это первый демиург проявленного мира. И он имеет вот именно то, что не имеет Ахшар в своем имени. Обратите внимание на вот эту центральную точку. Вот это и есть. Так, Ахшартаг и обратное его прочтение. Гат, раз, ха. То есть единица, но есть Ахшартаг является первым демиургом этого проявленного мира, и вот поэтому эта точечка и называется Гат. Ахшартаг, Гат, раз, ха. Опять же, очень интересно обратное прочтение имени Зираша. Единица здесь дважды повторяется, естественно, Зар, раз, в двух своих вариантах, в двух обратных своих прочтениях. Но вот что нам дает Зираш, обратное его прочтение, ее Ас, Сарат. То есть создай дух. Что же означает имя Варх, Вархак? Понятно, что Варх это вся ширь Вселенной. Чтобы понять слово Варх, нужно вспомнить астинское слово Арх.
Арх что по сути является? Это цена, это сумма. То есть варх, арх это номинально, нумен, сумма всей Вселенной. И варх это сумма всех чисел. То есть варх это сумма всех чисел, сумма всего духа, что есть во Вселенной. Варх это арх, цена, сумма. Кстати, варх, арх, архе, мы будем еще встречать это слово и будем его много раз еще обсуждать. Также хочу обратить ваше внимание, что вот имена двух близнецов, родоначальников нартов, начинаются с ах. И казалось бы, Дзираша здесь выделяется. Но мы должны вспомнить, в каком обличии она прилетает в нартский сад, чтобы похитить золотое яблоко нартов. То есть эпитет Дзираши Ахшина начинается буквально со слова ах, так же как и имена Ахшар, Ахшартак. Ахшин, барыня по-древнему. Также следует отметить, хочу обратить ваше внимание, что для определения наиглавнейших нартов в нартском эпосе нужно обращать внимание, чтобы они в обязательном порядке были потомками Вархага и Дзираши. Не сколько так Ахшара и Ахшартага, как бы Ахшартаги основной род нартов, но в обязательном порядке Вархага и Дзираши. То есть, например, Шердон не является потомком как бы Вархага, но является сыном Дзираши, поэтому он входит в главное сообщество главных нартов. То есть мы закончим тем, что вот молитвенный стол, это значит фунг непосредственно внешний круг, это Вархаг. Первый это Ахшар, Дзираша и Ахшартаг. Вот имена молитвенных кругов на Осетинском молитвенном столе.